Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Ровно 100 лет назад, в сентябре, в городах и районах бывшей Уфимской губернии стали меняться вывески и печати. Вместо привычных заглавных слов «ГУБ», «Уфа ГУБ» пришли заглавные «БАШ». Ровно 100 лет тому назад прекратила свое существование ключевая для татарского и русского народов административно-территориальная единица бывшей Российской империи – Уфимская губерния. Уфимская губерния была упразднена с подачи Владимира Ленина и полностью отдана националистическому проекту Ахмедзаки Валиди, его проекту Башкортостан. Процесс ликвидации, процесс потери татарами Уфимской губернии и история ее вхождения в состав Башкортостана драматичная и трагичная. Начиная знакомиться с историей образования Башкортостана, с историей трансформации Закивалидовского Башкортостана в современный Башкортостан, я, к большому сожалению, и все так же натыкаюсь на привычную практику башкирских историков врать, манипулировать данными и фальсифицировать исторические документы и свидетельства. Татары Башкортостана лишены возможности получить объективную информацию, хранить память, каким же на самом деле образом образовалась Республика Башкортостан. А все потому, что исторической наукой в республике сегодня заправляют не очень приличные и далеко не объективные историки и ученые, лжеисторики. Знакомясь с темой образования Башкортостана, перед собой поставил задачу определить, где в образовании Закивалидовского Башкортостана, в ликвидации Уфимской губернии и в рождении уже современного Башкортостана объективные силы и причины, закономерности, а где субъективный фактор, где судьбоносное решение конкретного человека, где человеческая прихоть. Говоря проще, образование Башкортостана это так получилось, потому что так какие-то звезды сошлись, или так получилось по чьей-то конкретной воле? Думаю, выпуском одной передачи по истории образования Башкортостана и ликвидации Уфимской губернии не ограничусь. Рассчитываю, что будет серия таких передач, поэтому пока воздержусь от каких-то общих выводов, размышлений и диагнозов. Знакомство с темой по ликвидации Уфимской губернии можно начать с книги уфимского краеведа Сергея Орлова. Его книга так и называется «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было». Книга была опубликована в 2006 году под патронажем Института истории имени Шигабуддина Марджани и его Центра этнологического мониторинга. Книжка небольшая, всего 72 страницы, можно прочитать за один вечер, но лично я испытал шикарные чувства, потому что с помощью его книги, читая его книгу, совершил путешествие к событиям гражданской войны, которая бушевала на территории Урал-Поволжья в 1917-1920 годах. Книга Сергея Орлова – это на самом деле очень крутая машина времени, благодаря чему получается такой изумительный эффект погружения в первые годы зарождения Башкортостана и его трансформации в Башкортостан. Сергей Орлов в своей книге сыплет многочисленными цитатами и сведениями из официальных документов и исторических источников. То есть, читая книгу Орлова, вы не читаете фантазии, галлюцинации или смысловую кислоту, сваренную в голове автора Сергея Орлова. Нет, читая книгу Сергея Орлова, вы знакомитесь с целой кипой документов и источников, в которых как раз и отразились события столетней давности. Сергей Орлов в своей книге про ликвидацию Уфимской губернии ссылается на многочисленные документы и свидетельства, взятые из четырехтомного сборника документов, которые называются «Национально-государственное устройство Башкортостана» 1917-1925 года. Этот четырехтомник был составлен уважаемым нами башкирским историком Билалом Юлдашбаевым. Кстати, Юлдашбаев в свое время подвергся гонениям и прессингу советской Башкирии как раз таки за объективное освещение национального движения Ахмедзаки Валиди и образование советского Башкортостана. Прочитав книгу Орлова, думаю, легко можно сделать вывод, за какую именно историческую правду был гоним уважаемый башкирский историк Билал Юлдашбаев.
Нынешние башкирские историки даже рядом с ним не стояли и мизинцы его недостойны. Итак, небольшой экскурс в исторический материал, чтобы вы понимали ключевые, самые узловые проблемы, которые лежат в образовании Башкортостана и которые напрямую затрагивают татарский народ. Итак, идут последние года гражданской войны. Ахмед Заки Валиди носится с башкирскими отрядами и своим проектом Башкортостана по Уралу и юго-восточным территориям современного Башкортостана. По своим взглядам Ахмед Заки Валиди отпетый, можно сказать, просто-таки отмороженный националист. Он ультранационалист. Свой проект Башкортостан он видит в территориальном смысле слова только как исключительно землю обетованную для башкир. И на этой земле нет места ни для татар, ни для русских. Поэтому он нарисовал карту так называемой Малой Башкирии со столицей в деревушке Тимясово. Вот перед вами карта, которая нарисована собственноручно самим Ахмед Заки Валиди в ноябре 1917 года. Эта карта опубликована в сборнике документов и материалов под названием «Валидов. Организатор автономии Башкортостана». В цвете и более понятнее карта Малой Башкирии выглядит примерно вот так. Как видите, такие города, как Уфа, Бирск, Белебей, Стерлитамак, по представлениям Ахмед Заки Валиди, остаются за бортом его корабля под названием Башкортостан. Почему именно такой получилась карта Башкортостана у Валиди? Сергей Орлов для своей книги нашел ответы на этот вопрос. Ключ понимания этой карты – ультранационалистические взгляды самого Валиди. Орлов пишет: очерчивая границы, сторонники независимости о хозяйственной целесообразности не задумывались. Главным мерилом является национальный принцип. Выбрав места наиболее компактного проживания башкир, они тем самым навредили не только себе. В результате на карте появилось нечто похожее на чернильную кляксу с островами и каплями на окружающих губерниях. В подтверждение своих слов Орлов приводит выдержки из программного текста башкортостанцев, которые мнели о своем Башкортостане чуть ли не как о Великобритании, у которой есть и метрополия, и маленькие колонии. Прочитаем сам документ башкортостанцев из сборника документов Юлдашбаева. Власть правительства Башкирии простирается на всю территорию Башкирии, выделенную из существующих ныне уездных, губернских и автономных единиц. Местности с преобладающим башкирским населением, но географически разделенные, так называемые оазисы, также подчиняются власти правительства Башкирии как колонии своей метрополии. О крайне националистическом характере валидского Башкортостана сообщала, например, газета «Стерлитамакские известия» в 1921 году. Выдержки из этой газеты опять же зачитаем у Сергея Орлова. Вопрос об устроении границ БССР возбуждал и возбуждает немало разногласий и недоразумений. Те, которые исходят исключительно из национальной точки зрения, хотят видеть в составе Башкирии все волости с преобладанием башкир, где бы они ни находились, и как бы далеко не были оторваны от основного ядра. При этом условии карта Башреспублики получает очень оригинальный вид с вытянутыми узкими полосками земли с отдельными островками. В значительной мере такая чисто национальная точка зрения отразилась на создании ныне существующей Малой Башкирии. Причем во всех отраслях жизни, особенно хозяйственной, мы резко ощущаем тяжелые последствия упомянутого решения в вопросе о границах. Или вот, например, любопытный протокол заседания представителей команды Ахмед Заки Валиди, которые заведовали размещением кантонных, это такая административно-территориальная единица была в Российской империи, так вот, размещение кантонных революционных комитетов. Исключительно в местах проживания башкир. Документ составлен 13 марта 1920 года о перемещении резиденции кантонных ревкомов в пункты, населенные башкирами. То есть правительство Валидского Башкортостана на протяжении 3 лет, начиная с нарисованной карты Малой Башкирии в ноябре 1917 года вплоть
до 13 марта 1920 года избегала территории, населенные русскими и татарами, марийцами, чувашами и другими народами. Она насаживала на местах власть только там, где живут башкиры. Делалось так от понимания, что авторы Башкортостана решили обложиться этническими границами, чтобы их государство было чистейшим башкирским и чтобы никаких других примесей, никаких других народов. Забегу вперед. Националистический проект Валиди под названием Башкортостан фактически с первых лет своего существования начал терпеть фиаско. Первым испытанием стало создание инфраструктуры по администрированию Валидовской молодой республики. Деревенька Тимясово очень сильно не подходила под это дело. Валидовцы предприняли попытку перетащить столицу Башкортостана из Тимясова в городок побольше, в Стерлитамак, который входил в состав уже Уфимской губернии. Ахмед Закиев негодовал и сокрушался, что и Стерлитамак, и Тимясово вместе не подходят под нужды столицы его Башкортостану. Неужели центр не знает, что Башвоенкомат и Башревком являются органами полукочевого народа, что как резиденция Тимясова может быть приведена в порядок только будущей весной? Теперь вся Башреспублика поставлена в зависимость от Стерлитамакского уездного ревкома. Желают они — выделят полученные деньги через Уфу, не желают — задерживают. Вот для этого необходимо немедленно организовать походный банк для Башреспублики, чтобы можно было этот банк перевести весной в Тимясово из Стерлитамака. Или вот интересный документ от Тимофея Сидельникова, который был первым уполномоченным Центра по башкиропомощи, в чьи компетенции входило также внимательно смотреть, как Ахмед Заки выстраивает свой Башкортостан. И в случае экстренных ситуаций Сидельников незамедлительно докладывал Владимиру Ленину. Читаем донесение Тимофея Сидельникова от 20 февраля 1920 года. Кооперативы и их союзы Башкирии раньше центрировались на Оренбург, Уфу, Челябинск и Верхнеуральск. Теперь связи порваны, и кооперация распалась на разрозненные и совершенно бездеятельные ячейки, которые замерли на время или совсем распылились. К чему это ведет, практически понять нетрудно. Башкирское население, неземледельческое районов, сейчас сидит без хлеба и работы. Продорганы не дают хлеба, Совнархоз не в состоянии организовать работу. Безделье и голодание являются уже здесь не от Бога, а как следствие более близких причин. А в общем счете это ведет к развитию спекуляции. Охранять как следует 200-500 верст границ Башкирской республики — вещь нешуточная. Для этого понадобилось бы до 5000 надежных агентов. Сейчас же эта охрана осуществляется главным образом через посредство неодетой, необутой и голодной башкирской милиции. Она, естественно, кормится на этом деле. Товары и сырье текут в обе стороны, соответственно, повышаясь в цене. А в перспективе над Башкомпродом вырисовывается печальная необходимость сознаться, что Башкирия сама себя не прокормит, не говоря уже о выполнении нарядов РСФСР. К сожалению, слова Сидельникова про то, что закивалидовский националистически выстроенный Башкортостан сам себя не прокормит, оказались пророческими. В 1921 году в Поволжье и на Урале случился страшный голод. Не буду детально останавливаться на этой печальной странице нашей истории. И Татарстан, и Уфимская губерния, и несчастный Башкортостан очень сильно пострадали от голода 1921-1922 годов. Но в Башкортостане трагические последствия. Ясное дело, что я про массовые смерти говорю и про задокументированные случаи людоедства. Так вот, в Башкортостане последствия от голода были обострены. Почему? Ахмед Заки Валиди по своей сути был романтиком-теоретиком. Он выстроил настоящий башкирский Башкортостан. Но вот про такие вещи, как города, железные дороги, речные и другие транспортные сообщения, а также сельскохозяйственная база, про эти вещи певец башкирского национализма и госстроительства не подумал. В общем, молодой советской России пришлось срочно спасать голодающий Башкортостан, присоединив к нему Уфимскую губернию. Если читать книгу Сергея Орлова,
то устремление закивалидовцев, их аппетит присоединить к себе Уфимскую губернию, использованные ими хитрые политические уловки заслуживают отдельной передачи. Эта история выглядит как самый настоящий детектив. Ну а в этом выпуске давайте остановимся на таком интересном вопросе. Хотели ли сами татары, да что там татары, сами башкиры хотели ли войти в состав Закивалидовского Башкортостана? Одно дело для Ахмеда Закивалиди петь о славной, фантастической и райской стране под названием Башкортостан, где всем рулят башкиры, где все делается башкирами и только для башкир. Но другое дело реально выстроить экономику, хозяйство, финансы, промышленность. Да просто банально наладить транспортные связи. Оказывается, жители многих кантонов, которые сейчас трансформировались в современные районы Башкортостана, Челябинской и Свердловской областей, не хотели никакого вхождения в Башкортостан. А ведь, как правило, башкирские историки образование Башкортостана нам преподносят как этакое историческое выражение воли поголовно и только всего башкирского народа. Вот, например, Сергей Орлов приводит письмо председателя Кляшевского сельсовета. На современной карте Башкортостана это примерно здесь находится. Так вот, он пишет: приезжает в Тептярское село Кляшево валидовский вооруженный отряд, чтобы Кляшево объявить частью Башкортостана. Народ молча разошелся, а председатель Кляшевского совета пишет жалобу властям Уфимской губернии. Правили Кудейский кантон, автономия Башкортостана делилась на 12 кантонов, то есть районов, распоряжаться на территории РСФСР и просим дать указания Башреспублике на неправильный ими захват нашего селения. Просим все это сделать срочно, так как может быть вызваны отрядом нежелательные последствия. А вот, например, интересный документ, написанный представителями челябинских башкир. Он называется так: «Территориальной автономии не должно быть». Заявление представителей смежного куста башкирских селений от 23 октября 1918 года. Документ подписан от имени делегатов Султайской волости. Если что, то эта территория этой волости – это современный северный пригород Челябинска, недалеко от Аргаяша, известного башкирского кантона Валидовского Башкортостана. Итак, читаем документ султайских башкир. Председатель собрания Юмагужа Гурбангали. Обсуждали вопрос об отношении башкирского населения к башкирскому правительству. По обсуждении этого вопроса о выделении башкирского населения в автономную часть Российской Республики мы находим выделение в автономию нежелательно по следующим причинам. Население Башкирии смешано с русским населением. Культурно-просветительская автономия тоже нежелательно ввиду того, что население башкир бедное и взять все расходы по этому делу является непосильным. Башкирское население очень бедное и не может нести тех расходов при возникновении новых правительств. Ввиду вышеизложенного постановили признать сибирское правительство и целиком перейти в ведение его. Башкирскому же правительству более не подчиняться и не исполнять никаких его распоряжений. Вот так получается, что сами башкиры выступали против националистического проекта Башкортостан. Более того, автор Сергей Орлов в своей книге указывает, что есть архивные сведения, что и вроде как исконные башкирские земли, то есть территории юга и востока современного Башкортостана, не хотели входить в состав Валидовского Башкортостана. Табынская волость также ходатайствовала о пересмотре соглашения. Подобных обращений было много. Еще в 1918-м против территориальной автономии для одного народа высказалось все горнозаводское население Южного Урала. В архиве имеются соответствующие постановления делегатов от сел, властей и заводов Белорецкой, Терлянской, Зигазинской, Кагинской, Узянской, Верхнеовзяно-Петровской, Нижнеовзяно-Петровской, Преображенский, Зилаир. В итоге книга Сергея Орлова ставит перед нами вопрос: кто же вообще тогда был заинтересован в образовании Башкортостана, кроме как самого Ахмед Закивалиди и его ближайшего окружения? Вообще образование первой Башкирской республики, ну то есть Малой Башкирии, это решение народа?
В этом деле вообще участвовали простые люди или это обычный договорняк верхов, ну то есть между Владимиром Лениным и Ахмед Заки-Валиди? Если среди настоящих приуральских башкир были противники образования Башкортостана, то было ли заинтересовано в образовании Башкортостана население Уфимской губернии и особенно та ее территория, которая сегодня определяется как северо-западные районы Башкортостана, где преимущественно проживают татары? Да-да, башкирские политтехнологи и нечестные на руку историки твердят, что на этой территории видели неких северо-западных башкир. Разбираемся. В целом вопрос. Были ли среди северо-западных уж тогда башкир те, кто хотел войти в Башкортостан, кто хотел его образовывать? Отвечаем на этот вопрос. Книга Сергея Орлова в свое время наделала шуму и подняла скандал. Башкирский лжеисторик Салават Хамидуллин и его коллега Рустем Таймасов написали книгу «Образование Большой Башкирии. Как это было». В этой книге Хамидуллин и Таймасов, ясное дело, по-всякому обозвали Сергея Орлова и его книгу, обвинив его в том, что он написал откровенную ложь и манипуляцию. На очень многие проблемы и вопросы, которые поднимает Орлов, Хамидуллин и Таймасов по факту не смогли ответить. Правда, на вопрос о том, все-таки были ли башкиры в Уфимской губернии, которые хотели бы влиться в состав Валидовского националистического Башкортостана, Хамидуллин и Таймасов постарались ответить. Таковых желающих северо-западных, в кавычках, башкир они обнаружили в Бирском уезде Бураевской волости. Зачитаем несколько веселеньких цитат из их книги. Но, конечно, начнем с введения, написанного еще одним башкирским лжеисториком Маратом Кульшариповым. Заслугой авторов является реконструкция событий, касающихся провозглашения Бураевского башкирского автономного района в феврале 1918 года, которое положило начало движению крестьян Уфимской губернии за присоединение к Башкирской республике, чтобы доказать желание как бы северо-западных башкир Уфимской губернии, которые на самом деле татары, то есть Бирского уезда, доказать их желание влиться в состав Валидовского Башкортостана. Хамидуллин и Таймасов еще приводят цитату из книги все того же Марата Кульшарипова, из его книги «Башкирское национальное движение» 1917-1922 года. Тут я приведу цитату именно из книги Кульшарипова. Читаем. Идея самостоятельности, создание своей автономной государственности вызвала у башкирского народа необычайный духовный подъем, воодушевление, о чем свидетельствуют телеграммы и письма, направленные в адрес Центрального Шуро со всех концов Башкортостана. Так, из села Бураево, где проходил съезд мусульман Бирского уезда, поступили в адрес Шуро две телеграммы. Одна от имени Мишария и Тептяр, где они заявили, обратите внимание, я тут этот момент подчеркнул зеленым цветом. Так вот, о своем согласии присоединиться к башкирам и войти в состав автономного Башкортостана. Другая от башкир названного уезда, сердечно поздравляющих Шуро с объявлением автономии и выражающих готовность всячески поддержать ее. Как видите, Кульшарипов внизу в подстрочнике пишет, что взял сообщение об этих телеграммах из газеты «Башкорт» от 10 декабря 1917 года. Посмотрим, какие еще галлюцинации относительно пробашкирской Бураевской волости расписали Хамидуллин и Таймасов. Проектом административного устройства Башкортостана, принятым на Всебашкирском учредительном Курултае, предусматривалось образование 9 административных единиц, кантонов. Каково же было изумление, в первую очередь, властей Уфимской губернии, когда в феврале 1918 года, в момент ареста башкирского правительства в Оренбурге, на ее территории самопровозгласился 10-й никем не запланированный Бураевский башкирский кантон. Ссылок на какие-нибудь документы, архивные данные, свидетельства современников Хамидуллин и Таймасов нам тут, конечно же, не приводят. А вот тут посмотрите, какие забавные цитаты. В 20 веке село Бураево стало одним из центров борьбы за автономию Башкортостана. В селе Бураево движение присоединения к Башкирской республике вылилось в конкретные политические формы, создав прецедент волеизъявления масс и дав сигнал к действию другим. В итоге типовое, можно сказать, рядовое сопротивление татар-крестьян Бураевской волости, большевистской продразверстки
Их выступления против изъятия хлеба большевиками Хамидуллин и Таймасов превратили как в борьбу якобы северо-западных башкир за валидовскую автономию Башкортостана. Бураевцы первыми в Уфимской губернии начали открытую войну против уфимских большевиков, выбивших из сельчан последние запасы хлеба. Бураевский башкирский автономный район на тот момент стал олицетворением мечты башкир Уфимской губернии о будущей Башкирской республике, для осуществления которой бураевцам пришлось проявить недюжинное мужество и веру в идею самоопределения своего народа. Все это свидетельствовало о том, что в начале 20 века северо-западные башкиры не утратили духовную связь с остальной частью башкирского этноса, с его многовековой героической историей вооруженной борьбы за свои права. Ну что, дуслар и пташляр, а теперь давайте громить башкирских лжеисториков. У Салавата Хамидуллина и у Таймасова единственная ссылка на башкирской самостийности неких бураевских башкир – это книга Кульшарипова. Сам же Кульшарипов ссылается на телеграммные сообщения из газеты «Башкорт», первой национальной башкирской газеты, правда, почему-то печатавшейся на чистейшем татарском языке. Давайте почитаем эти самые телеграммы. Алга. Итак, вот перед вами страница газеты «Башкорт». 15 номер, выпущенный 10 декабря 1917 года. Вот две телеграммы от адресата, который указан как Бурай-Бирский Языннан, то есть от Бурай-Бирского уезда. Если что, то в 1917 году в Уфимской губернии был Бирский уезд, куда входила Бураевская волость. Но, видимо, называть Бурай-Бирский уезд – это такая традиция, что ли, в печати. А теперь читаем построчно, с переводом на русский язык в титрах. Башкортостан автономиясы иглан итүннән соң келгән телеграммалар. Бурай-Бирский языннан мусульманнарныкы ышбу типтәр һәм мишәр берсе калмый Башкортостан автономиясы мәсьәләсендә башкортларга кушылганлыкларын вә бөтен көчләрен итеп ярдәм итәчәкләрен белән Башкортостан Курултаенда явочным порядком Башкортостан автономиясы иглан итүенә катгый таләп итәргә карар чыгардылар. Мусульмане из Бурай-Бирского уезда, в частности и без исключения типтяри и мишари, относительно всех присоединившихся к автономии Башкортостана и тех, кто в будущем поможет автономии, отдав все свои силы, и относительно образования автономии Башкортостана через явочный порядок на Башкирском Курултае, так вот эти самые типтяри и мишари публикуют под это категорически требующее дело в свое постановление. То есть в телеграмме сообщается, что мишари и типтяри образование Башкортостана считают, конечно, знаковой ситуацией, которая категорически требует от них подготовить какое-то постановление, в котором они всего лишь признают значимость, признают сам факт образования Башкортостана и тех, кто впрягся в дело образования автономии, а также тех, кто в будущем собирается помочь молодой республике. О желании мишарей и типтярей присоединиться своей волостью или уездом к Башкортостану в телеграмме и речи быть не может. Вы сами это видите. Читаем второй телеграмм. Бурай-Бирский мусульманнарның гомумән исеменнән Башкорт мәркәзе шурасы тарафыннан 15 ноябрендә игълан ителгән Башкортостан автономиясын самими тәбрик итеп кушыла. 5 губерния мусульманнарының сабырсызлык белән көтеп торган Башкорт автономиясы төзелгән татбик филә башкалануыңызны сорап теләк белдерде. По-русски это будет звучать так. От имени мусульман Бурай-Бирского уезда мусульмане присоединяются к поздравлениям с тем, что 15 ноября Совет башкирского правительства образовал автономию Башкортостан. Обозначим, что ожидание с нетерпением у мусульман 5 губерний было вашим начинанием по реализации, по образованию автономии Башкортостана. Как видите, мусульмане Бурай-Бирского уезда, так сказать, если и хотели к чему-то присоединиться, то это только и исключительно к табрику, то есть поздравлению. Никакой речи ни у мусульман, ни у типтяр, ни у мишар Бурай-Бирского уезда о присоединении к Башкортостану не может быть. В общем, вы сами только что увидели, как башкирские историки
В своей лжи, в своих устремлениях обмануть татар современного Башкортостана пробивают дно. Они пустились фальсифицировать информацию, которая находится в первой печатной национальной башкирской газете «Башкорт». В общем, у них нет абсолютно ничего святого.